складываться, и, может быть, исследователи, академические исследователи интересуют там пантеические и прочие вещи, но ведь не это важно. Важно, самое важное то, что мы можем взять из творчества Атара Нишапури, продуцировать, адаптировать к сознанию определенных общественных слоев, народов, наций, стран и проецировать. Вот я не буду вас долго мучить своим академическим докладом, сейчас завершу я. Значит, хочу сказать о той поэме, о которой мы уже говорили здесь, но уже по-своему хочу сказать. Мантик Альтаир, что в буквальном переводе звучит как «логика птиц», а в концептуальной семантике иранского языка и философских традициях понятие логика расширяется точно так же, как в древнегреческом языке до логоса, до очень обширных, широких учений. Потому и закономерна вариация названия этой поэмы «Язык птиц», «Беседа птиц», «Собрание птиц». Есть даже такой вариант в английском переводе, как «Парламент птиц». И вот сюжет, о котором уже говорили, я не буду повторять. Сюжет, значит, собираются птицы всего мира, решают полететь до самой такой вот сокровенной или сакральной вершины, до некоего такого, я бы сказал, когнитивного адреса бытия, где есть птица Симург, по-моему, да? Симург, да, спасибо. Так вот, и ведь все птицы погибают, но туда долетает только 30 птиц. Что аллегорически хотел этим сказать поэт? Наверное, если под Симургом понимать высшее предназначение человека, ну, например, Бога, единение с Богом, независимо от критики пантеизма, я, например, сторонник пантеизма. Вот. Что под этим надо понимать? Под этим то вечно неуловимое, вечно полисемантическое. Ведь человек не только вербально полисемантичен, но еще и мыслительный. Поскольку есть слова, термины лексемы полисемантичные, уже это говорит априори о том, что и сама мысль, еще не выраженная, тоже полисемантична. И поэтому, как вечная тень, вот это смысл человеческой жизни уходит. Его логическую удовлетворенность не смог поймать ни Кант, ни Гегель, ни Фирдауси. Кстати, у Фирдауси тоже, он ведь тоже писал кстати, Фирдауси я читал о Симурге. Значит, если в Шахнаме Фирдауси, более популярный в мире и более известный по разным причинам, иранский классик посредством образа Симурга рассказывает важную роль в истории Заря и его сына Рустама, то основную мысль своей поэмы «Логика птиц» Атар Нишапури направляет на общечеловеческую природу, актуальную для всех народов мира. И в этом смысле, надеюсь, ни один методолог гуманитарной науки не останется равнодушным к интерсубъективизму основателя иранской мистической поэзии Атару Нишапури. И последнее. Я совсем недавно познакомился с творчеством Атара Нишапури. Еще раз благодарю своего друга, который меня пригласил, Хусейна Табатабаи, и за предоставленную возможность. Я сейчас горю желанием вот эти вот выведенные концепции из то есть опосредованно не прямо из его творчества, а из вторых, третьих, четвертых источников. Я буду работать над ними чисто в философском методологическом ключе. Спасибо за внимание. Мы благодарим господина Султанова за такое академическое научное выступление и благодарим то, что в таки нашли время, приняли наше приглашение и пришли, выступили. Думаю, что уместно будет, если доклад господина Султанова, если вы сочтете нужным, в журнале «Караван» вместе. Было бы интересно на самом деле и познакомиться. И вот мы не могли никак не предоставить слово уже в последнем выступлении нашего уважаемого учителя, профессора
Александр Иванович Полищуку, приглашаем его, то есть он, скажем, несколько слов поделится с нами своими взглядами, соображениями. Пожалуйста. Большое спасибо. Жозе Хузара Мухтарам, Раиса Мухтарам, Раизамима. Руси Собак Миланчуне, Виштарин, чисто Хазарин, Русира Мифаман. Значит, я скажу очень кратко о своих собственных впечатлениях. Когда-то в юности, значит, господин Дори нам рассказывал об Аттаре Нишипури, но не так уж много, и не так уж он у нас был, честно говоря, популярен. И действительно, это, видимо, связано еще с тем, что мало было переводов. Я не говорю про специалистов, они, конечно, знали, а вот широкая публика нет. Я познакомился с произведением Аттара в очень интересной форме. 10 примерно лет тому назад в зале Рудаки в Тегеране было поставлено спектакль, прекрасный балет по Аттару Нишипури, который назывался «Хафт Шахре Эшк». Прекрасный балет. И надо сказать, что настолько он запал вот в душу. Я сейчас, когда вам об этом говорю, я помню вот эти сцены. Это смело для Ирана балет по Аттару. Но это говорит о том, что он не только мистик, он еще человек очень приближенный к любви земной, любви человеческой. И это всем понятно. Там было прекрасное музыкальное сопровождение народных инструментов иранских, с чтением стихов Аттара, но балет меня очень порадовал. Но надо сказать, что все нормы хиджаба были соблюдены, так что вы не волнуйтесь, там все было хорошо, все было правильно, все были в шароварах, все были, значит, такие в каскеточках, но прекрасно танцевали. И я думаю, что вот то, что этот спектакль пользовался огромным успехом среди иранцев и даже среди наших работников, это посольских я всех приглашал. Ну, не все, конечно, ходят, но те, кто интересуется Ираном и иранской поэзией, они там были. И еще раз хочу сказать, что вот сегодня у нас необычный день. Вот мы все время говорим про птиц, да? Я хочу вам напомнить наше сегодняшнее событие. Может быть, Аттар Нишипури, конечно, вряд ли мог бы предвидеть полет Юрия Гагарина, который состоялся 12 именно сегодня, апреля. Но я думаю, что вот полет мысли, устремление человечества к великим свершениям, к великим идеям, к покорению космоса, мне кажется, если даже он не мог, естественно, в тот период предвидеть, скажем так, технологически, но морально, духовно, стремление к высоким идеалам, оно, я думаю, присутствует, как бы незримо присутствует во всех наших человеческих делах. И в Иране, и в России, и, наверное, можем сказать, и в более широком масштабе. Большое спасибо за внимание. Александр Иванович, спасибо огромное. Интересное выступление. Это уже все последнее. Мы попросим, да, вот Елену Алексееву, она студентка из МГЛУ, прочтет на русском языке стихи Аттара, и на этом наш вечер пойдет к концу. Тогда студент как раз Александр Иванович, пожалуйста. Добрый вечер, дамы и господа. Я рада присутствовать здесь, среди вас, в этот прекрасный день. И с вашего разрешения хотела бы прочитать перевод одного из стихотворений господина Аттара Нишипури, который называется «Старушка спрашивает шейха Майхани». Обратилась к шейху Майхани одна старушка.
Дай мне молитву, чтобы мне стало радостно. Слишком долго была я несчастлива. Дольше выносить это уже невозможно. Если научишь меня молитве радости, она, безусловно, станет ежедневным моим славословием. Шейх ответил: много лет миновало с того мига, когда я обнял колени. То, чего просишь ты, я долго искал. Но даже частички этого не видел и не нашел. Спасибо. Огромное спасибо, прекрасная Елена, за прекрасное чтение стихов. Мы еще раз благодарим всех вас, что нашли время, пришли на этот прекрасный вечер. Мы благодарим также уважаемых наших профессоров, господина профессора Мухаббати, господина доктора Ибрахими, господина доктора Талакича Бырова, профессора Паричука Александра, господина Авдеева, супругу. Всех вас были очень рады видеть. Еще раз спасибо, что пришли. Мы приготовили небольшое, на самом деле, угощение, там чай, кофе, пожалуйста. Просим. Спасибо.